Добрый день, дорогие друзья! С вами Аил Джилурга. У меня сегодня в гостях общественный деятель, ветеран общественного экологического движения нашей республики, член Союза журналистов России, член Ассоциации журналистов-экологов России, Международной общественной организации радиоэкологов, почетный и постоянный член легендарного общественного экологического комитета «Вилюй», автор многочисленных публикаций, книг, причем эти публикации, и книги варьируются как от научных трудов, заканчивая довольно-таки творческими, как, например, драма, которая была поставлена нашими артистами. Сегодня у нас в гостях Иван Семенович Бурцев. Добрый день. Добрый день. Уважаемый Иван Семенович, ваше детство пришлось на самые тяжелые времена для нашей страны. Это когда на нас напала фашистская Германия. Вот в вашей семье, я знаю, что ваш отец ушел на фронт. Сколько вам лет было? То есть, когда война началась, вам был год 4 месяца. А отец в каком возрасте ушел? Как вы его помните? Он в 42-м ушел. Вам, то есть, где-то всего 2 В 42-м ушел, в 43-м уже погиб. Погиб где-то в районе Дорогобужа. Это недалеко от Москвы, видимо. Рядом с Москвой, да? Ага. И говорили, там после лечения в госпитале. После тяжелого после ранения? ранения, да. После 3-го ранения. 3-го? Да. 2 раза ранен был, но все-таки еще это самое... Все равно Все равно, пошел да, в бой. воевал. И на 3-е ранение уже смертельное было. Вот. После этого мы с матерью вдвоем остались. Иван Семенович, вот просто я читал ваши воспоминания «Агам Саатайен», ружье моего отца. Оно меня очень задело, тронуло, да? Я так понял, что вы фактически отца не видели, но при этом вот его ружье, оно сыграло огромную роль в вашей жизни, огромную роль в становлении вас как мужчины, в той тесной, прямо такой вот, не знаю, это прикипели вы прямо к природе, потому что полюбили природу, впустили в свое сердце, и та же ответственность, как вот мужчины, как добытчика, это все становилось вот через это ружье. И вот я прочитал эту статью, и меня это очень сильно задело. Это вот... Расскажите немножко вот об этом. Ну, это типа рассказа. Когда разбирали, значит, командировки, как раз удачным было в гостинице, кто какие оружия имеет. Ну, я как раз про это и рассказал. Потому что, когда отец ушел, он оставил одноствольное ружье ижевское, старенькое было. Ну, и это ружье висело. Я хотел, конечно, еле поднимал. Настолько я был мал, видимо, 4-5 лет, видимо, было. Ну, потом, когда после 2-го класса, летом дедушка доверил мне письмо, это ружье, и мы первый пробный выстрел сделали. Ну, с тех пор я не расстался до ухода в армию с этим ружьем. Ну, ружье вообще в наших селах, местностях сельских, конечно, это не так уж их много было. У кого-то было, у кого-то не было. И меня ребятишки мои завидовали, когда я с ружьем ходил. Действительно, это ружье меня закалило и физически, и морально, видимо. Я ночевал, дневал в этих озерах, в лесу, допустим, там, в полях. Ну, закалку я, конечно, очень хорошую получил. И в армии я очень легко служил после этого.
Ну, Да. ружья не боялся, оружия не боялся, Да на нет, «ты» был уже. Да, да. Действительно, я был очень, ну, закалка такая была. Это. И когда я вырос в экспедициях, без ружья я не ходил, у меня уже другие оружия были, хорошие оружия были. Ну, это ваше ружье, оно вот после армии утерялось. я так Да, понял. когда прибыл, я не нашел это ружье через 3 года. Ну, видимо, может быть, кто-то взял, может быть, где-то... Выкинули, Они может же, быть. допустим, иногда мать переезжала из одного места, из одной фермы на другую, допустим. В это время, может, где-то она забыла или оставила, и ружья-то я не видел больше. Ну, это как память об отце Да. все-таки была. Да. Конечно, если было бы, не потерял бы это, я бы сейчас, ну, в шкафу держал бы, смотрел бы время от времени. Сын бы, может быть, ходил даже. Ну, это вот ружье, это вот ваше такое стремление идти на природу, поохотиться, побродить. Оно же все-таки определило ваше будущее потом направление. Вы же не сразу стали геофизиком. Вот этим к тайге, тяга к природе, она же определила потом вашу уже как бы профессию даже, получается. Да, да, так и получается. Потому что... То есть отец-то свою роль сыграл даже в этом? Да, да, получается Его ружье, так. через Я ружье. уже без природы или вот уже, видимо, не мог жить, существовать, потому что отрывать меня уже нельзя было оттуда. Ну, конечно, тут и тогда и романтика, и этот самый охота посещать другие интересные места. Действительно, я видел Якутии прекрасные места, которые мало кто посещал, и этим я рад, и своему отцовскому оружию, можно сказать. Благодарен, да? Да. А первая, вот вы тоже там писали, первая дичь, которой вы Ну, это воспользовались ружьем. да, элементарный вот этот чирок, которого, конечно, у нас в то время много было. Но это вы запомнили этот момент? Это запомнил, конечно. Вы с дедушкой были? Да. Вы после школы 2 года работали в своем родном совхозе, в родном селе. И оттуда были призваны в армию. И вот когда вот вы уезжаете от родных мест, где вы, кстати, служили? Я на севере служил, На севере. секретной части. Здорово. То есть вы все равно были опять-таки близки к природе, наверное, да? Да, То есть от природы не отрывались. да, да. А после того, как стали вот, значит, геофизиком, мне, допустим, вот как бы дальше ваш карьерный рост понятно, да? Вы закончили, вначале техникум. Там, оказывается, 5 лет учились, да? 4 года. 4 года, ага. Потом закончили на заочное отделение Якутского государственного университета. Да, да. И уже работали там прямо в научном центре, да? Вот, в науке же все-таки вы тоже поработали? Да, научным сотрудником. бывало такое, что, допустим, там в Мирном институте Непролмаз работал некоторое время. Здесь после, значит, Крыма работал в институте геологии. Работал. Вот, кстати, мне вот Якутском насчет центре. вашего перехода в журналистику, как это состоялось? Вы были с детства грамотным таким, да, или вы писали что-то? Как вот так получилось, что вы стали собственным корреспондентом? Это было в Мирном, так? Да. Я работал там, в Великострое было управление. Ага. Да, мехуправление, да? Да, там по строительным материалам, так называлось. Ага. Снабженец. Называлось, ага, строительные материалы. Ну, там я работал главным геологом. Всего год работал, так, потом в Мирнинском районе был собственный корреспондент Михаил Иванович Непомнящий. В возрасте, значит, где-то, видимо, мне кажется, где-то лет 70 было. Ну, он начал меня, себе, давай вместе меня... Готовить вас? Да, уговаривать начал.
Потому что я, мол, старый, начал болею, мне надо это самое. А как он заметил вас? Ну, потому что он считает, раз я геолог, и горное дело знаком, значит, в промышленном районе именно такой корреспондент нужен. Он так считал. Потом до этого я немного писал, маленький, изредка только. Он, видимо, заметил, и потом до этого еще он просил на какую-то тему писать. Кыме именно. Проверял, наверное, вас, Да. да? Потому что в Кыме этот Милинский район все-таки там как бы район русскоязычных очень Да-да-да. много. Писали очень мало. Поэтому он так, видимо, он меня подготовил к этому. Целый год уговаривал Ничего почти. себе. И потом другу моего подключил к этому. С двух сторон вас начали, да, и, убеждать? И начали, тут перестройка началась. И, ну, всякое они там, давайте участвовать будешь на перестройке, и прочее. Потом, ну, промышленно знаешь, типа, пишешь более-менее так что давай, согласись, и все. Ну, уговорили. Иван Семенович, а вот в то время, давайте вернемся в это время, да? В 85-й, да? Ага, значит, в это время это центральная газета. Это газета обкома партии, да? Которая, ну, является, наверное, там чем-то как у нас центральное телевидение, да? Наверное, такое прямо место, рупор, он и там политически выверенные там информация, не дай бог там проверка на проверке, цензура на цензуре, вот строгая такая газета. И вот в 86 году, 10 сентября, да, выходит ваша статья, которая, ну прямо как, наверное, ну сказать, что это был гром среди ясного неба, это никак не сказать. Об этом всегда умалчивалось. Эта проблема уже не первый год она происходила. И все об этом знали. Но вслух об этом то ли не было принято говорить, то ли это запрещалось. Как вот первый вот такой вот вслух, такой сигнал вы смогли подать? Как это получилось? Это, мне кажется, это вообще же невозможно. Нет, видите как, когда вот действительно становишься собственным корреспондентом газеты «Кым», это орган обкома КПСС, и ты имеешь право участвовать в любых совещаниях, вплоть до партбюро горкома КПСС. Открываются все двери, да? Да, это они не имеют права меня запретить, допустим, посещать. Наоборот, они всегда приглашали. Потому что это обкомовская газета, так? Поэтому я за короткое время, видимо, может быть, сам постарался, очень много таких факторов успел узнавать, вот, которые простым, вот таким никак нельзя Доступа было. нет Да, у других да, обычных смертных. допуском, да. И вот потом мне после ознакомился с такими документами, как главный врач санэпиднадзора Якутии, это Иван Яковлевич Егоров, писал письмо на имя, допустим, генерального директора Якут Алмаз о том, что они, нарушая все эти законодательства, допустим, там открывает дамбу третьей фабрики, допустим, загрязняет Ильяк. Это было. Это письмо официально, даже мне сейчас сохранилось. Ну и потом Наговицын, это ЛБТУ, начальник, это Ленское бассейное управление, который контролирует всю Якутию, все воды. Ну и Иван Васильевич тоже самое писал. Потому что без разрешения, без ведома, значит, контролирующих органов вы сбрасываете грязную воду в Ильяк. Ну, эти документы я уже видел, вот такие. Но они не были публичными. До этого нет, никто не знал. Вот, опираясь на такие, еще более разные документы я увидел уже, так, видел.
пришлось там И что вы, заниматься. какие мысли у вас там были? Да, прямо? опираясь на это, конечно, я вот написал статью, отправил, но эта статья как в воду канула, так? Оказывается, главный редактор Михайлов, он, видимо, то ли, Испугался, может да, боялся, может быть, как-то вот осторожничал, и выпускать не надо. Типа, Ну, у них же установка, наверное, какая-то была. да, конечно, установок-то много. Кто-то строгое Как же ты такое говоришь, цензура была. Даже не он, может быть, принимал решение. Ну, там. конечно. Он наверняка в ком сообщил, типа такую статья вот поступила. Что делать, да? Ага. Выпускать, не Ну, выпускать. потом могут сказать, это нельзя его там, и статью. Ну, Михайлов ушел в отпуск. В это время это Еремеев Василий Мгм. был. Исполняющий обязанности, да? Не, в письменном отделе работал. А. Он нашел эту статью, и они, ну... Он тоже гражданский поступок какой-то Да, сделал, да, да? да, да, именно. Ну, потом, конечно, их, видимо, ругали, может быть, но уже дело-то сделано было. Но об этом узнала вся Якутия. Да, да. И даже Москва. Тут, наверное, да? тут уже нельзя было отходное, так? Но главный-то шаг вы сделали. Да. И началось там, начиная Сунтар, Нюрба, Верхний Вилюйск, все молодые люди, значит, начали протестовать. Об этом вначале узнали и Да, да. тоже гражданские Да, шаги да. сделали, да? Да. Ну, смелые ребята были все. Их тоже, наверное, там кто-то говорил, нельзя так девушки, делать, Да. молчите. Ну, впервые узнали о том, что отходы сбрасывают, там, и всякие эти грязные химикаты сбрасывают. Все это написано было. Вы подробно об этом все написали. Да, подробно. Там, ну, некоторые цифры, конечно, они вычеркнули, а остальное все как есть напечатали. Но все угрозы вы там показали. Да. Ну и потом что делать-то? Ну, тут же работала правительственная комиссия во главе Николая Семеновича Хлопкова, это зампред правительства. Оказывается, я как раз был в отпуске, это в октябре месяце было, уехал на охоту, так что без меня эта комиссия работала. Участвовали там очень наши знаменитые ученые, министр здравоохранения, санэпиднадзора и другие, биологи, ученые и так далее. Ну, они считали, что статья правильная, отражает истину, то, что творится это в Мирском районе. И, конечно, комиссия обязывала ПНО Якут-Алмаз, чтобы занимался охраной природы. Ну и, конечно, обком-то там сильный. Вот свой горком там мирным, конечно, он, наверное, заставил. А горком Миринский, на Пескунова, допустим, генеральный директор Надавил ПНО на Якут-Алмаз. НПО Да, надавил. Якут-Алмаз, да? И начали заниматься все-таки. Очистные начали, вернее, очистные станции Белорусской очистки, они начали в то время, но медленно, так. А в начале Якут-Алмаз, он же не признавал это. Сначала-то нет, конечно. И это было после статьи, что он говорил, что Да, ну, после... это целебная вода Да. выбрасывается. Это после статьи? Да, Так? после статьи. Он как бы в оправдание начал сказать, да? Да. А, то есть началось. Ага. Ага. Ну да, там минеральная вода, что она такая полезная для людей, что там вреда нет. Да, именно так он высказался, потом, видимо, все-таки Заставили его да, фактами. огласил, потом через год признался. Если... И вот где-то вот эта статья, она, во-первых, обнажила эту страшную проблему. Я думаю, что от того, что об этом раньше узнали, лично вы, спасли, наверное, может быть, сотни жизней, которые кто-то уехал оттуда, кто-то стал там осторожно там, вот, с водой этой, кто-то потом какие-то мероприятия пошли. В 90-м году создался комитет
Общественный экологический комитет Вилюй. Да. Вот первые председатели, вы, кстати, в своих, вот, тоже мне очень нравится, что вы практически посвящаете каждому из этих лидеров обязательно там статью или публикацию, или даже книги. Люди, я думаю, что они отдали свою жизнь вот, в борьбе же за правду. Да. Они же доказывали, они Да, выезжали да, на места, да. вот, где и с радиацией этот вопрос. Кстати, ну, сейчас постепенно к этому подойдем. Ну, вначале в самом начале комитет Вилюй чем занимался в 90-х годах? Ну, когда организовали комитет Вилюй, начались совещания, конференции. Так, допустим, сначала в Сумтарах, потом Нюрбе, Верхневилюйский, Вилюйский. Вот так они, меняя вот эти районы, привлекали очень много людей, протесты писали, объяснили людям, в каком состоянии вот этот Вилюй. Очень много работали, действительно. Вот. Где-то через 2 года после этого вы становитесь начальником отдела чрезвычайной ситуации ГКЧС РСЯ и возглавляете экспедицию на аварийные подземные ядерные взрывы «Кристалл» и «Кротон-3». Причем «Кристалл» — это подземный термоядерный взрыв, а «Кротон-3» — это ядерный взрыв. То есть вот это тоже мне очень интересно. Я, допустим, знаю, что благодаря вот этой информации, вашей работе, там вообще планировали 8 или 7, еще 7 термоядерных взрывов на территории там, вроде как в целях народного хозяйства, да? И вот ваша экспедиция, она тоже сыграла большую роль в том, что прекратились эти термоядерные взрывы, которые не одинаковые с ядерными взрывами, они более мощные, более сильные, и тем более для наших условий вечной мерзлоты они были наиболее критичными. Вот расскажите, пожалуйста, про вот это. Ну, давайте так. Эти взрывы, значит, впервые начали, В 70-х, да, известны стали в 90-м году, когда по запросу, по источникам, значит, тогда очень много наших людей стали депутатами Верховного Совета СССР и Российской Федерации. Это 90-91 год. Это. И очень активно выступали. Ну, взрывы, вот так мы знали, узнали, допустим, в последнее время, да, проводились взрывы, в Тасуряхе, там, Мирном, так, но толком-то никто не знал, что там творилось. Ну и запрос, по источникам этот запрос сделал Климен Егорович Иванов, будучи депутатом Верховного Совета СССР. Ну и получилось там Михайлов, это министр Минатома, Михайлов Виктор Никитич, в своем письме на имя Михаила Ефимовича Николаева все это раскрыл. Да, у вас действительно там 19 взрывов было. 2 из них аварийные, да? Нет, они «Кристалл» не признавали аварийным. «Кротон» там, авария даже не штатная ситуация, небольшим выходом наружу, типа такого продукта взрыва. Ну и потом, в 1992 году, когда организовали ГКЧС, это было решение российское, союзное руководство, это Россия, у нас немедленно тоже Михаил Ефимович создал это ГКЧС, Госкомитет. Ну, руководил тем человек, Анатолий Игнатьевич, который впервые действительно там начал все это ковырять, как говорится, так. Ну, в 1993 году он издал приказ, чтобы я поехал на эти взрывы, обследовал более детально. До этого были
ну, за короткое время там немножко пробы брали, анализировали. И тем более пробы, когда отправили в Санкт-Петербург, Гедеонов Андрей Дмитриевич, который, он обнаружил плутоний. Плутоний. 239 и 40. Который, ну, да, Это 241, там плутоний 241, да? Который... 24 тысячи лет, допустим, там. Очень опасный. Ну, А он же еще потом начал еще разлагаться ну, на более... да, там нет, это другой 240, плутоний 241 полураспад 14 лет, допустим. Ага. Там, А потом он... да, он, значит, превращается в дочерний элемент, Ага. американский 241, уже полураспад 433 года. Понимаете? Ну, это физически идет процесс, который длительный вот такой. Ну, Чомчев решил более детально как-то вот. И нас отправил. Мы с целой бригадой туда приехали. Там кто были в составе? В составе были, экспедиции? значит, мы взяли топографа, чтобы Карту сразу сделать, да? перевязку сделать, именно геофизиков взяли, там Данилова Виталия Аркадьевича, ну, физика взяли, Слепцова Владимира Прокопьевича, и Гедеонова с Ленинграда вызвали. И он участвовал. Ничего себе. Ага. Ну, типа, давай нашел и докажи, типа, такого. Ну и работали там дней 10, по-моему. Очень много воды, пробы. Взяли. Ага, дерна, там растения и прочее. Кстати, там с комитета вели участвовал вот тот самый Мартынов Петр Николаевич. Участвовал активно, копался там. Возможно, там он и получил излучение, да? Да, провоцировать мог. Потому что до этого он, видимо, маленько болел, а после вообще он начал активно там. Да, Вот это его. в больнице не вылезал. Вот такие дела были. Ну и потом мы отчет написали, отправили везде, правительство, Россию, там, Совет Безопасности, этот Яблокову отправили. Кстати, оттуда письмо было. Благодарил за отличный отчет. Ну и мы дальше начали заниматься и другими. Вот вы говорите там на Кристалле, там, Да. Действительно, там всего-то... Термоядерный взрыв, да? Да, впервые в Советском Союзе, они сами пишут, впервые в Советском Союзе термоядерный взрыв в таких селях, минных селях, так? И они Вообще в России, в Советском Союзе впервые, да? Да, они запланировали, что там всего 8 взрывов, потому что там перекрыть надо было этот ручей Улухан-Бысеттах и создать основание плотины хозсохранилища. Нужно было вспучивание. Да, тогда, да? вспучивать. Ну, эксперимент, как они сами так и пишут. Ну, что, эксперимент не получился, выброс был, и они уехали, не стали дальше. Вот. Ну, потом в 1978 году этот на Мархе Кротон-3 взорвали. Мощностью 22 килотонн. Это намного больше, чем Хиросимская бомба. Хиросимская бомба 15 килотонн была. Еще в 1,5 раза почти. Да, и действовало, значит, говорят, на город всего 15%. Остальное в атмосферу ушло. И то там сотнями тысяч Потому что людей. она на поверхности Да, была. да, город разрушил. Да. Ну, для того, чтобы представить, вот какая мощь была на Кротоне-3. Вот. И облако. Облако, значит, потом, когда организовали это, управление специальное, мы по особому заказу, значит, пытались определить движение этого облака радиоактивного. Ну, они определили, что сторону Якутска перекрывают Авелийские села, особенно Маркинские, но в то время никто не следил за ним. Обычно есть порядок. После взрыва, таких взрывов на самолете и на вертолете они следят. Пробы воздуха. Да, воздуха.
А в этом случае они пишут по техническим причинам, они не смогли, мол. Вот. Так что взрыв, что делал там на этих селах, никто не знал. И центральная Якутия построена. Да, протяженность никто не знал, так не мог узнать, до сих пор мы не знаем. Вот. Ну, 78 год, а мы начали там через десятилетие. Ну да. Ну, считай, там... 24 августа Кротон 3, да, Чернобыль, а 2 допустим, октября Да. 74 года Кристалл. Мгм. И, кстати, Кристалл в 2,5 километрах от города Удачный, Да, а Кротон 3 в 150 метрах от реки Марха. да. Вот реза воды, как говорится. Так нельзя было, потому что когда главный инженер этого проекта, ну, его вызвали из Москвы. Мол, забурились, все закончили, подготовили, приезжай, будем взрывать. Он прилетел. Это Вячеслав Ильич, очень ровесник моего отца, очень такой, как человек, очень светлый, хороший, был со мной, отношения вообще. Ну, он рассказывает, приехал, говорит, а там, не там бурили. Не там, где он, было по проекту, да? Он проектировал где-то ниже 30 километров на левом берегу. Там немножко другая геологическая обстановка, а тут совсем неподходящая геологическая обстановка, строение оказалось. Там и разрывы, там и трещиноватость, там и разломы и прочее. Чего-то. Ну, конечно, там и получилось так, что когда до конца забурили, это 577 метров, так? Пошла вода, межполушовая вода. Ну, в воде это нельзя, и они, значит, вторую скважину начали бурить. Сементировали, так? Не вода, пластовая вода, сементировали, что типа добились, прекратили поступление воды. Загерметизировали, Да, когда второй раз бурили, буровой инструмент в сторону ушел совсем. Но все равно бурили, и наконец, типа около этого все-таки дошли, где наметили. Ну, получилось 2 скважины, получилось так. А перевезенный цемент уже закончился. Потому что там завозят летом, ну, зимой. Да. Взрывать летом, завести никак нельзя. Ну и, видимо, получились там пустоты какие-то из-за нехватки цемента. Ну, Вячеслав Иванович говорит, ну, приехал, не там бурили, а там миллионы уже потратили, значит. А там эти же взрывы по разрешению, значит, Совета Министров и высшее руководство страны. КПСС, да, обычно по ихнему распоряжению. Невыполнение этого распоряжения им грозит. Да, это уже нельзя такого. У меня вот вопрос. После всех этих инициатив вы, ну, кроме того, что, значит, руководили этой комиссией, точнее экспедицией, да, потом же вы еще в 96 году выезжаете в Москву для руководства комиссии по радиационной безопасности, причем с ведущими радиологами Российской Федерации, вот, по подземным ядерным взрывам. Вот. Да, вот после этого 93 года, значит, после этой поездки, значит, просто решено было программу написать. И вы один из авторов этой программы? Да, программу по ликвидации вот этих воздействий радиации. Тут уже подключилось правительство, они поручили, и мы написали эту программу. Ну, программа касалась только Кристаллы Кротона 3, 2 аварии. Остальных мы пока не трогали. Ну, эту программу мы защитили, и Тюмени, как раз вот профильный комитет этот самый-то.
Чомчоев там сидел там. Ну, целая комиссия, там много людей было, защитили. Опять Гедеонова пригласили. Ну и приняли. Вся эти программы-то уже есть, но финансирования-то нету, да. Я поехал, значит, уже несколько раз поехал в МЧС российский. В Москву? Да, в Москву. Ну там обычно говорили, да, это ничего страшного там нет, там населенных пунктов нет, значит, все нормально, терпимо, типа этого, так. Потом третий раз мы письма все равно писали. Правительство России писали, Черномырдина. Один раз приглашает летом меня. С МТС. Ага, в Москве. Переезжай, давай, такое совещание будет. Я говорю, зачем ехать? Все равно же вы не будете зря тратить время. Не переезжай. Может быть, на этот раз по-другому будет. Я переехал, я сразу сказал, давай моих людей, знакомых, включи эту комиссию. Ядерщиков московских. Они сказали, ну давай, включай. Я переехал, созвонился с этим Курчатовским, там, Неждановым взял, Луцоп согласился, и потом Российская академия Голубова. Уже 3 своих, как бы говорится. Уже с командой пошли, да? И пошли, значит, на это совещание. Все равно, там много было и этих самых Минатовских, Курчатовских и прочее, много было, которые всегда против были. Вот. Ну, мы спорили, и, наконец, все равно не приняли. Не приняли. Ага. Но трещину там уже, как говорится... Да, там уже 1 пункт добились. Это наша программа, значит, на экспорт. Надо создать комиссию. Эту комиссию должна, значит, финансировать республика сама. Но с этим переехал, давай тут везде ходить, правительство, там Бердихин работал Владимир Иванович, который всегда поддерживал. Ну и в конце начале 96-го года все-таки комиссию создали. Я отсюда взял, значит, таких самых, как говорится, антиядерщиков, Темчоева там, включили медика Пальмира Георгиевна Петрову, включили. Оттуда с Минатами 6 человек участвовало, самого, которые противники, как говорится, оппоненты, которые и взорвали эти взрывы. Ну и еще я добился других, там, Академии наук, того же Голубова, еще как. Вот и мы 10 дней поспелись, там Клеменев дал сильный кабинет, и мы 10 дней занимались, разбирали эту программу и вообще эти взрывы. Ну, очень много было дискуссий. Санкт-Петербурга Балонова, это ученые, химик, и Гедеонова тоже включил туда. Они переехали, и как-то, ну, силы равные были так. Уже более-менее, да? Более-менее. Вас слышали уже? Да. И вынуждены были прислушиваться? Да. Мои сторонники, конечно, они активно выступали, что это взрывы, аварии были, чего вы там упираетесь и прочее. Там, эту программу надо обязательно проводить. Ну, наконец, в очень таких острых дискуссиях, конечно, решили, что эти 2 взрыва аварийные. Комиссия приняла решение официальное, да? Признали. И наоборот, там включили, значит, программу надо расширить. Даже так? Даже так. Надо включить туда урановое месторождение. И энергетические вот это излучатели очень много, там РТГ и прочее есть. Да, как раз вот на территории Алданского района там более 1 миллиона кубометров, да, радиоактивной руды как раз было. Урановая руда лежит прямиком. Там, и про них тоже имели в виду, да? Рек там выносили штолен, шах,
и туда заскладировали. А это лежит. Как раз об этом шел речь. Вот, понял. Шла речь, ага. Вот. Ну и с рекомендацией все подписались, переехал и начали дальше двигать. И Бердихин, значит, тоже согласился, давай расширяйте программу, и мы расширили. И, Это была республиканская программа? да, республиканская программа. Начали расширять. И еще параллельно стал вопрос, чтобы реализовать эту программу, надо создавать специальное управление. Только тогда можно и реально программу. Который именно этим будет Да, заниматься. Да. Ага. Ну, правительство наше, что это правильно, я соглашался, потому что, говорят, финансировать пускай будет Минато. Они так и говорят. Ага. Я тоже, потому что раз за границей территории, Ну да. да, пускай они и финансируют. Комиссию Да. республика Да. финансировала, а вот реализацию программы пусть Минато. Так, на этом и застопорилось, ни туда, ни сюда, понимаете? Но тогда как раз в России же, вспомним, это время было тяжелые времена по финансам, да? Тяжелые времена были, конечно, финансированием тоже везде было сложно. Ну и что? Уже в 96-м году, в августе, Михаил Ефимович нас приглашает в Москву. Значит. Я в отпуске был. Меня нашли. Министр охраны природы Алексей Василий Гаврилович, депутат Тёмчёев Анатолий Игнатьевич и я должны ехать немедленно туда. Переехали в Москву. Оказывается, он договорился с министром Минатома Михайловым. Михаил Ефимович. Ну, на другой день туда поехали своей программой расширенной и предложением создать управление. Прибыли, мы отдали, там проект протокола написали о том, что перенять программу и создать управление специализированное, так, и программу. А Виктор Никитич нас посадил вокруг большого стола длинного, взял наши материалы и унес куда-то. Куда-то унес, мы не знаем. Унес и оставил вас. Без этих документов перешел и начал там всякие там посторонние разговоры, и кофе укашал, и прочее там. Забалтывать начал? А? Забалтывать начал? Да, он, ну потом выяснили, что он унес экспертом своим. Показать, что это значит. Ну, понял. Очень долго сидели. Проверял, насколько все да, там, да, часа два. насколько серьезная у вас программа? Да, конечно, он тоже прав. Конечно. Так-то вот взять-то так подписывать. Вот. И через некоторое время перенес бумаги и говорит, я подписываю ваш протокол. Ничего себе, так оперативно работали. Да. Министр. Министр. Российской. Союзный. И там интересно, вот они между собой разговаривают, Михаил Ефимович и Виктор Никитич разговаривают. Оказывается, они в 96-м году, когда вот выборы были, Ельцина выбирали, Виктор Никитич тоже доверенным лицом был, оказывается, а Михаил Ефимович тоже. А численность Минатом-то десятка городов же, секретных. Там, оказывается, больше избирателей, чуть меньше избирателей, чем Якутии. Ничего себе. Ну вот голоса начали там немножко... Мерить, да? Да, немножко интересно и весело было. Оказалось, мы больше голосов дали Якутии. Чем ученые-ядерщики? Чем они. И Михаил Ильич вот говорит, вот видите, как мы поддерживаем, а вы вот меньше нас, типа такого разговора было. Ну и потом, значит, получили он подписал, значит, и говорит Виктор Никитич, ну давайте управление будет, финансирование будет, только вот это положение этого управления давайте сейчас оформляйте с моими людьми и подпишем, и будете работать. Так оперативно, так? С их стороны было все готово? Да.
Ну, Алексей, Василий Гаврилович, Темчоев, Анатолий Игнатьевич говорят, да у нас там дома неотложные меры, там, работа, мы уезжаем, ты оставайся, там, давей, там, типа такого. Ты все равно, это твоя, типа, работа. Но я остался один. Один вышел, где указали вот те, которые со мной должны были это положение, это управление писать. Сидят, по-моему, человек 5 или 6 сидят, которые, видимо, эти эксперты, которые видели. Я говорю, вот так-то, так-то. Вот министр поручил, дал задание, чтобы положение этого управления нам надо разработать совместно. Я говорю, завтра приду, полдень, ну, после обеда чуть-чуть, со своим вариантом. И вы тоже подготовьте, мы состыкуем и подпишет он. Они ничего не говорят, остались, я ушел, приехал по свидетельству, выпросил по факсу. У меня же наметки были, уже управление, там положение было. Наработали уже, да? Наработал. Ну, чтобы по факсу передал, там Елена Николаевна, моя сотрудница. Она сразу же получил. Ну, это, там очень просто было. Этот самый разработал, короче, за пару часов. На завтра поехал туда. Я говорю, вот мой вариант, а ваш вариант где? Давайте. Они говорят, нету. Ну, сразу чувствуют, не хотят это. Не хотят, такого управления работало в Якутии. Я говорю, завтра приду, вот в это же время. Вы давайте подготовьте, надо задание министра надо исполнять. Я говорю, завтра приду, чтобы было это положение было готово. Свой вариант не оставили? Да, свой вариант не оставил. Оставили? Нет, не оставил. Не оставил. Свой взял. Ну, поехал по свидетельству. Клименту Егоровичу говорю, ну вот так-то, вот не хотят. Чувствуется уже, да? Ну, Климент Егорович говорит, ты завтра возьми Мигалкина Александра Васильевича, своего брата, говорит. У Солданского, да? Ну, я Саше сказал, вот так-то завтра. Ну, говорит, что за работа? Вот, Саша говорит, занимаешься черт знает чем, вот сейчас радиологом сделали, говорит. Понятия не имею, говорит. Ну, что, придется идти. На завтра пошли. Назначенное время до обеда было, по-моему. Зашли, там несколько этих проходишь. Пропуска там строгие. Секретные? Да. Вот мои люди сидели там на 5-м этаже. Кстати, вот ты говоришь, оставил им это положение или нет, проект. Я, когда с 5-го спускал на 3-й этаж, как раз приемная Михайлова была. Я туда заглянул как-то вот, спускаясь. Да, там сидела вот пожилая женщина, такая приветливая. Я говорю, ну, наврал. Вот положение министр сказал, чтобы я оставил. Я оставил. Ух ты! Что-то мне голову такое... И ушел. Ну, завтра перешли, вот с Сашей Мигалкиным, начали подниматься, на 3-м я заглянул туда, прием. А женщина говорит, Виктор Никитич подписал твой. Да вы что? Подписал, говорит. Обрадовались мы. Сразу пошли, наверх пошли, они тоже сидят без ничего. А я говорю, вот, подписано. Министр подписал, будем работать. Я сейчас в отпуске уезжаю, вот сегодня уезжаю, завтра будем работать. Все. Перед фактом поставили их? Перед фактом, ага. Все. Вот. Приехал поспирять. Нет. Извините, а как они среагировали, когда они... Ну, они вот аж такое чувство у них было такое шоковое. Ясно. Так, переехал в гостиницу, купил билет на завтра Домодедово. И звоню, ну, доложил это Клименту Егоровичу. А Климент Егорович обрадовался, говорит, ты давай догоняй, это президент, он сейчас уехал в Шереметьево,
А я говорю, у меня билет на завтра, как теперь уже не успею его догонять. Нет, постарайся, все настаивает. Ну, и на последний день такси заказал и поехал туда, Шереметьево. Ну, застал, да? Успел, да? меня поменял и зашел туда. Президент уже сидит в первом салоне. На первом салоне сидит. Я стюардессе говорю, давай передай это документы. Ну, она взяла. Я хотел сам зайти, а не пускает меня. И документ передам, давай хоть это отдай президенту. И она взяла и пошла. Потом некоторое время переносит обратно. Ну, Михаил Ефимович сказал, ну, разберемся там в Якутске, пускай. Приехал в Якутск, набросал вот это проект указа президента, как это создается управление такое, такое-то, такое-то, и отдал это самое. А там было вот кто возглавит в этом указе? Вы написали? Было. А Себя, потому что меня уже сказали же. они же уже вам дали сказать, что вот вы будете этим заниматься. Да. Уже сказали. Это уже который год занимался этим вопросом. И ушел в отпуск. Осенью вышел, через месяц, по-моему. Никакого указа, ничего нету. Он в октябре вышел, да? Это документа тоже нет. Да? Искали, нету, никто не знает. А потом Михаил Ефимович тоже откуда-то переехал или из отпуска, я сразу рапорт написал, так-то, так-то, такие. Он, видимо, попинал там, нашли и сразу уже издал приказ. Указ. Указ, ага. Ну и так создали. Это 96-й год, в октябре месяце. Да, вот. Да, было дело. Ну, фактически начали... Управление ликвидации воздействия радиации, да? Ну, там много нюансов. Там, фактически на 96-й год мы с финансированием, конечно, опоздали. Потому что там же вы же уже все там подготовили, пакет документов, но их положили под сукно, я так читал. Да. Ну, кто-то, видимо, не хотел. Было определенное противодействие, да? Да, может быть, не знаю. Может, просто забыли, да? Фактически начали 97-го года. Там уже финансирование потихоньку, маленько пошло. И начали вот договора заключать с учеными. А вот у меня вот информация была, что вот с Кротоном 3, там у нас прямо было 100 гектаров мертвого леса с мхом, там, с кустарниками. 100 гектаров. Там 160 потом в конечном итоге определили. Да вы что? 160 гектаров. Ага. Там действительно, вот когда выкинуло все, и это самое, ветер-то дует, и накрыло вот это, они всех от дозовой нагрузки погибли, как считают. Засох лес полностью. До сих пор стоит. Этот мох и прочее, вот, особенно ленинградский, считают это твердым радиоактивным отходом. До сих пор там стоит. Цель создания вашего управления, она же была как раз для ликвидации этого всего? Да вот, как раз я говорю, первая программа именно касалась вот именно 2 взрыва. Потом же мы расширили, и уран, и прочее, там много чего. Ну и, естественно, самое главное вот ликвидации вот этих 2, реабилитации территорий, так называемой. Там много работали, центральные институты по договору, я финансировал, ездил с ними, очень тщательно всякие там свои выводы сделали. Специальные какие-то эти же их увозили, да, вот этот прямо там? Да, прямо анализировали. А Санкт-Петербурга этот институт радиационной гигиены есть такой. Оттуда я договорился с Рамзаевым Валерием Павловичем, который 2 сезона занимался. Он считает, он везде был, по миру даже. В Семипалате? Да, даже по миру был там. Говорит, такого взрыва в мире нет. Да вы что? Он так определил, публично.
там тут совещание. М, Хотя все вот начинают там, там немного и прочее, там. да. Небольшой выброс там, да? Ага. Так что, ну, до сих пор не ликвидировали, не сумели мы. М, Ну и потом что? Работы проведены, все вроде выяснено, что, где, как загрязнено, какое количество, где лежит и прочее. Ага. И потребовало, значит, проект ликвидации, ну, Мгм. реабилитации, так называемый. мгм. Вот. Я хотел там один Минатомский институт есть, тоже проект тоже. Хотел, они занимались. Мгм. Но коллега Минатома опять же поручила вот Виннипепром технологии, так называемый институт есть, секретный тоже раньше, Мгм. который аварии допустил. Виновник, да? Я не хотел, чтобы они участвовали. Я хотел другого института. Но коллега решила, там, значит, решили. Ну да. Что делать-то? Ну, они начали... Министерство им выделило 2 миллиона рублей. Тогда это большие деньги были М. для проекта. Они первый год они съели, ничего не сделали, эти деньги. Потому что голодные сидели, типа, прямо так скажем. Денег не было, действительно. Ну и шум такой, комитет велюй, там письмами там все пишут. Атакуете, да? Ага. И министру пришлось второй раз финансировать. Михайлов? Ага. После этого только разработали этот проект. Проект. Кстати, в первом проекте было, я все настаивал этот мертвый лес, чтобы это ликвидировали, утилизировали. У вас был какой-то способ там сжигания в специальных печах и потом чтобы Да, там зацементировать или- это их способ. да? Ага. Где-то отработанный, может быть, Чернобыле или где-нибудь мировой практике, может, есть. Там два варианта у них есть. Мгм. Сжигать без доступа кислорода и цементировать, вообще там нормально вроде бы, Мгм. чтобы не торчали там. Второй вариант валить там тоже там типа такого. Два варианта предлагали первый раз. Мгм. Ну, наша экспертная комиссия решила, типа, давайте вот поступление, миграцию давай разберемся, чтобы не, марха не загранилась. Дальше. Да. Да, Там дальше. вот подземные, Ага. после подземных взрывов, куда могло да, но не мигрировать? смывается по реке-то. Мгм. А после уже этот второй этап с этим утилизацией этого леса. Ну, То для отдельный- населения это было важнее же Да, все-таки, да. потому что опасность же для них была. В то время важнее было. Правильно вы сделали, мне кажется. Ну, мне кажется. Утилизация, давай отдельный проект, пускай они будут, это другой разговор типа. Разделили на две части, да? Поэтому вот их заставили, значит, по-другому, там много замечаний было, ну, там дела много было. В 2009 году только окончательно одобрили их проект. И как раз совпадает с тем, что в 2004 году направление прекращается. До этого уже. И в 2006 году, значит, Крастал типа реабилитировали. В 2007 году Крапон-3 реабилитировали. Ну, естественно, там акт, подпись, прочее. День. Виннипепром технологией занимался. Ну, я считаю, надо было контролировать Министерство охраны природы, их работа. Нашему министерству. Да, а как же? Они сами себя контролировали, Алроса... Сами конечно, виновники исправляли свою Да. и потом сами себя принимали, да? Алроса, конечно, он заинтересован, чтобы быстрее это... Историю закрыть. Да. И вот так. Потом сколько ходили, там это, мониторинги работы, там институты биологии ходили, там до конца так и не реабилитировали. Я так считаю. Надо во многом там разбираться. И все еще разбираться надо. Во-первых, это радиоактивное облако, куда ушло, насколько ушло, навредило и прочее. Все равно попытаться надо
каким-то образом, я считаю, надо было бы. Ну, насчет компенсации я тоже хотел в свое время вот, селам, которые живут там. Вдоль Мархи, да? Да, хотели восстановить полученную дозу. 2 сезона, 2 раза занимались ленинградцы тоже. Но в связи время-то сколько ушло? Лет 20-18 ушло. И не могли доказать. Ага. Это жаль, конечно. Если сразу бы... надо Вот было фактор заниматься. времени какую роль играет? Мгм. А? Фактор времени, говорю, какую роль играет? Ну, конечно. Конечно. И то, благодаря вот вам все-таки вот... Ну вот где-то я вот- говорю, вот Чернобылем сразу занимались, или Сибирский химический комбинат, вот Томский, тоже сразу же занимались. Там общественность, и ученые сразу занимались, и намного легче разбираться. Но, видимо, это тогда союзное руководство приняло решение, что далеко от центра, где-то там в малонаселенной Лыши, и не понимали, что вот есть у нас очень вечная мерзлота, что у нас есть воды подземные, там все это. В наших случаях, конечно, так. Они всегда считали там малонаселенность, там прочее, там никто не страдает, типа. А сейчас вот, ну, вернемся в наше время. Вот, помните попытки построить метаноловый завод в так называемой малонаселенной республике Саха, да? Попытки перевозить радиоактивную руду с Томтортаса в Леневском районе через центральную Якутию, через Катикацы, в котором мы, кстати, с вами одним фронтом выступали. Вот. Продолжается такое все-таки союзное, ну как не союзное уже, российское такое, значит, отношение, что вот в Якутии можно строить Ну, вредные производства. ну тут, что говорит, спасли, как говорится, общественность, общественники. Если бы они не выступали, они так и привозили бы это берег уже полный был бы этими отходами, если никто не контролировал, не смотрел. Потом там лежали бы, а суда взяли бы или не взяли, никто не знает, сколько времени они там находились бы. Сколько бы длилась эта Да, перевалка, да? было, да. Все обидно то, что они обманывают. Вот в чем дело-то. Если без обмана, открыто, как-то вот с людьми, населением разговаривали, это другое дело совсем. Они же как сразу же обманным путем, значит, так-то, так-то. Они не безвредны, там мало Кстати, радиации и я прочее. Да. вспоминаю вот тот, помните, встреча с представителями Ростеха, когда вы мне это тоже подготовили же по радиоактивным элементам, по этим, значит, полиметаллам, что они там, спутников их много, что они все радиоактивные, о том, как их в свое время вывозили. И, кстати, ситуацию, про которую вы мне тоже рассказали, про аварию, про опрокидывание контейнеров, то, что они в реку упали, потом их долго вытаскивали. Вот такие случаи, мы, вот на этих фактах, кстати, я же выступил тогда на собрании, потом меня министр промышленности вызывает, на меня очень сильно, как говорится, злой был, говорит: Иван, вот выступили вы все общественники и все испортили, говорит, у нас все было нормально. А прямо на собрании я просто сижу и слушаю, что вы мне подсказали, что люди там сказали. Выступает человек и говорит: у нас радиация 50 микрорентген в час. В зале сидит человек, говорит: я слышал НВК, ваш главный инженер выступал, он сказал, что у вас там 100 микрорентген в час. Нет, не может быть. То есть обман уже на этом пошел, на другом. Я уже сижу, все так слаживаюсь, я записываю и выступил, все это в куче все выкинул. Говорю: вот вас обманывают. Что так? Этот министр промышленности потом мне говорит: не веришь, поехали со мной в Томтортас, и я тебя на вертолете отвезу, покажу там. Я думаю, так страшно же тоже ехать. Думаю, ну ладно, поеду. И действительно меня зимой повезли. Я приезжаю туда, и такой большой ангар стоит. Мгм. И Склад, там, да, склад. и там ящики как из-под снарядов.
и в них керны вот эти, Да. пробы вот эти Да. хранятся. Целый склад. И они подходят, а я еще тут у наших моих друзей с института мерзлотоведения взял этот дозиметр, чтобы проверить радиацию-то. Я говорю, а мерить можно? Он говорит, да, любой ящик, говорит, проверяйте. А сами у входа стоят и говорит, какой ящик будем открывать? Мы пока думали, они начали тут же у входа открывать. И там, говорит, мерьте. Мы смотрим там 15 микрорентген в час или что-то там, 12 или 18, ну что такое. Я говорю, а можно мне туда пройти посмотреть? Он говорит, да хоть куда, говорит. Я прохожу вглубь, смотрю, 50 микрорентген в час. Я кричу, а там корреспонденты и Саха-Сире, Якутия, Якутск вечерний, ЕКТ.ру, там, ну все газеты там такие топовые, журналисты прямо ходят. Я раз подхожу дальше, 75 микрорентген в час, 90 микрорентген в час. А там ящики так стоят, что там даже ребенок не пройдет, так вот близко-близко, на такой высоте, зимой. А я как раз прошу все высшие силы мне помочь как-то вот, защитить, да, свой народ. И тут у меня такая, как вот, тоже идея такая, дай-ка я и запрыгиваю на ящики, захожу в глубину, там уже 150, 200, по-моему там, сколько там, 235 микрорентген в час я нашел. Там уже журналисты прибегают, журналисты Якутск вечерний мне дают свой телефон, я все это снимаю, уже дозиметром их поверенным, они уже передают там все. И тут все начинают убегать. Кто-то вдруг вспоминает, говорит, типа, Иван Валентинович, у нас вертолет опаздываем, давайте всего. А я радостный, думаю, на собрании говорили 50 микрорентген в час, 100 микрорентген по НВК говорили, а я там нашел 235 и думаю, все, я вот что-то большое сделал. Дальше еще даже в глубину не пошел. Возвращаемся, а мне говорят, автотранспортом обычным теперь закон поменяли. Вот законы переписывают, федеральные законы, по которому обычным транспортом можно до 250 микрорентген в час, оказывается. Я думаю, чуть-чуть пройти там еще, да, чуть-чуть набрать, откуда я знал. Вот. И вот с такой борьбой мы все-таки вот благодаря вашей информации, благодаря вот мы все вместе выступали там вот, и нам удалось, по-моему, вот этот вариант, опасный вариант вот этой трафика этого радиоактивной руды, по реке же они привозят, потом еще железной дорогой, наверное, отправлять там. Но там, видишь, как писали это давно, в 1959 году открыли Кангефильскую аномалию, да. Но потом геологи открыли. В этих показаниях еще тогда писали, значит, где-то до 5000 доходит микрорентген в час, так? Там уран, торий. 55 тысяч? 5000. 5000. Уран, торий, значит, это радиоактивные в основном. Еще талий там пишут. А талий, до сих пор никто не обращает внимания. Как они будут поступать с этим талием, я не знаю, допустим. Но он не радиоактивный, а просто... Ядовитый? Яд, да. Вот. И потом когда бурят, да, вот слой, вот эта руда, верхний слой радиоактивный, потом идет вроде бы меньше, но где-то до 200 метров идет радиоактивность. Потом, значит, там много нюансов, потому что там еще слой лед там еще как бы каменного угля лежит. Это месторождение считается. Кстати, да. А по закону о недрах этот уголь ты не должен куда-то как отход выкидывать. Да, нельзя, запрещено, это нарушение закона будет. Это же сырье серьезное. Да. Да, как они будут поступать с этим углем, неизвестно. Значит, и потом написано, значит, для того, чтобы обогащать это сырье, значит, где-то 5 раз больше химических реагентов нужно, допустим. Если 5 тонн, то уже 5 тонн тебе надо химического реагента. Где это держать? Куда сливать все это? Этим никто не занимался и не решили. Поэтому, видимо, все так и затруднились. До сих пор, пока разработки еще не приступили, по-моему, так. Ну, когда вот хотели возить, это, конечно, там крупнообъемные провы называется. Но Красноярск, видимо, хотели там обогатить и узнать сколько там. Неовий там и прочее, да и уран, торий.
допустим. Ну, это они опять же вот обманным путем хотели. Они еще больше же взяли, чем им полагалось, да? Но они предлагали всякое, там, типа герметичный контейнер, типа такого. Рюмочного да, типа. Да, что-то там Когда я у них предлагали, спросил, да. а есть ли у вас эти проекты, они говорят, ну мы закажем, говорит. Ну, да, если бы они действительно вот, честно поступили бы, народ бы, может быть, принял все это, а они вот, потому что они из доверия давно вышли, дело прокинули, где что делали, понимаешь? Поэтому народ вот тоже ушлый-то, читает статьи. Но и умирать-то не хочется. Да. Хочется чуть-чуть подольше жить. Да, И детям, чтобы здесь досталась здоровая поэтому природа. вот, народ не решил на этот раз. Вот. Очень жестко стали. Ага. Ну, потом, понимаешь, вот как-то вот все это не то, что контролировать, надо законы, видимо, другие, что ли, то ли ужесточить, или, допустим, там, вот и реабилитировали, говорим, да, на кротонителей, да, а до конца не сделали. Кто-то должен отвечать за это, я так думаю. Тут должен закон какой-то. Раз они не могли реабилитировать, а акт подписали, так же нельзя. Ну да. Так нельзя. Это уже обман народа. Принятие заведомо население невыполненной работы. Да, конечно. А вот все-таки я хочу вернуться к вот Министерству охраны природы. У нас любая такая вот авария, там, не знаю, что-то еще, да, она же всегда, в первую очередь, защиту простого народа, здоровья, да, должно Министерство охраны природы выступать. Но в последнее время я часто думаю, что оно какое-то беззубое, или настолько их там уже бьют по рукам или что-то, что вот не могу понять, Министерство охраны природы, оно должно стоять на нашей страже, на страже нашего здоровья, на страже нашей природы, да. Ну вот, не хочу огульно говорить, но буквально больше месяца назад я отправил письмо Скалину Милановичу о том, что вот ситуация с золотарями, приводится прямо их информация, их официальный ответ, в котором они прямо пишут, что да, здесь, значит, работа не проведена, здесь вот к ответственности не привлечены. Вот, столько недоработок, и я вот сейчас жду ответа, уже вроде сроки все прошли, звоню им, они говорят, вот они просят продлить, я говорю, ну хотя бы официально ко мне напишите, что вы просите срок, чтобы попозже мне ответите. По закону месяц, 30 дней, да, или месяц они должны были ответить. Это, они сейчас вот пока не ответили. Видишь, как это всероссийская беда. Это такая система нынче, я думаю. Не то, что тут наши только министерство это вот так действует. Ну, я говорю же, вот ЛБТУ, да, раньше было. Это при Союзе Ленинское бассейное территориальное управление, которое, значит, контролировали всю реки Якутии. Всю реку. Где-то 90 человек работало всего. А инспектора обычно вот золотарям, которые вот занимаются, пломбировали, без всякого. Штрафовали сколько. Пломбировали, это в смысле закрывали, да? Закрывали. Без сторожения прямо. Не давали, ну раз нарушаешь, загрязняешь. Жестко работали? Да, жестко работали. Ну потом все потихоньку поменялось, и дошли до такого состояния, видимо, так. Сейчас, видишь, ты же знаешь, говорят, полномочий у нас нету. Министерство экологии называют. Ну, это же чуть-чуть, Да. где-то правда же. Да, правда. Полномочия все отобрали, видимо. Потом недавно Министерство охраны природы было, само слово. Сейчас Министерство экологии. И природопользование. Да, Как бы тут, природопользование, да. с одной стороны, защищает и пользуется. Да, да. Экология это уже наука. Это наукой занимаются люди. Ну да. Да. Охраны природы уже Констатация нет. фактов, да? Да. Все функции, которые вот, контролируешь, отданы это, Природнадзор, да? Росприроднадзор. Госприроднадзор. Которая, кстати, очень странно себя ведет. Да. По Да. реке Вилюй, Да. как эта ситуация. Поэтому вот Министерство охраны сейчас в нынешнем состоянии не может защитить нашу природу. Я так считаю. Что бы вы сейчас предложили? Прийти помощь населению не может. Что вы предложили бы сейчас?
Значит, российский закон надо менять. Функции, которые у них были, контролирующие, Вернуть? вернуть надо. И ребята же нормально работали, мирно, сколько штрафовали. Это Сидоров, там, Александров, Сергей Петрович, отлично работали. В городе они работали отлично. Отлично работали. Вот сейчас вырывает вот это сосновую бору, допустим, там. Сергей Петрович им не давал это, следил. А сейчас что? Вот водоемы, да, естественные, старые старицы и прочее. Их заваливают этим строительным мусором, всяким дрянью и строят дома. А министерство не может ничего делать. Хотя комитет, сколько человек, я не знаю, существует, типа, чем он занимается, тоже не знаем. Вот беда-то. Ну, Вот это всероссийская беда, я считаю. Вот, поэтому вот России надо, где-то должны менять всю эту надо, систему. законы Да. все принимает у нас Да. партия власти, Единая Россия. Единая Ее Россия, надо менять. Да, Единая Россия. Вот. А мы за нее голосуем и голосуем. Ладно, это так. Вот так вот. Вот с этим Тартасом мы же сразу после вашего возвращения писали статьи, как раз об этом рассказывали, как ты пробрался там самые этот места. И вот так и обманывают. Вот и специально подготовили, которые вот чистые, Ящик, который, да, там и говорят, там... чистые при входе. И остальные это согласились. Нет, видимо. они нам говорят, мы можем любой ящик открыть, говорит, и тут же начинают открывать этот ящик. Ну, конечно. Ну, другие эти не сообразили, вот эти журналисты, допустим. Вот, нормально все. Если бы ты не побежал туда, в ту сторону, так и вернулись бы. Все там нормально. Вот так вот делается. Ну, мне тоже вот, мной иногда руководят как бы какой-то вот желание, как вот вы подписали вот это у министра Минатома. Тоже как будто бы Ну, взял теперь вот. это там Тартас, это головная боль на долгие годы будет. Да. Во-первых, если начнут там разрабатывать, каким они образом будут, пока неизвестно. В первую очередь пострадает, конечно, Анабар, Неоленек. Хотя территория Оленецкая область, но и речка-то туда, Анабар попадает. Об этом я написал тоже, а анабарцы пока молчат. Или не читают газеты, или не знаю как там. Или никто не доводит, тут вроде бы ихний, как его там, депутат Ильтумяни есть. Они же сразу должны схватывать все это, любую информацию. Кстати, вы тогда вот, когда еще мы тогда вот с этим вопросом занимались про перевозки радиоактивной руды, вы же единственные тогда сказали, что, ребята, тут же экономическая составляющая, вот то, о чем они не договаривают. Там стоимость 1 грамма сотни долларов. $200 или сколько там было там? Там много очень. Это действительно большие деньги там, на самом деле. Конъюнктура, конечно, меняется, но там огромные. Там триллионы долларов. Вот, поэтому там, я да. к чему хочу сказать. Мы вот не против того, чтобы там добывалось стратегическое сырье стране нужно, да? Вот это нужно. Но мы должны что сделать? Мы должны просто контролировать. Пусть страна получает стратегически важное сырье. Там оно нужно там и в космостроении, там, и в освоении космоса, там, в всяких вот точных приборах, в сотовых телефонах, там все это везде нужно, в электронике. Там. Но пусть это делается под контролем. Опять-таки, дать возможность больше министерству, и может быть его переименовать уже, Министерство охраны природы, там, больше возможность общественникам там, контролировать, почаще привозить, там, показывать, что вот, ребята, вот все по-честному, как вы говорите, открыто. Не обманывать. Вот именно. Если, допустим, контроль, тот же Госприроднадзор, допустим, это наше министерство, вот, они должны опираться на общественность. Понимаешь? Опираться, доверять общественности, использовать их,
понимаете, и активность и прочее. А у нас наоборот. Они как-то вот все пытаются отделиться, там, дистанцироваться и прочее. Сам знаешь, да? Вот. Ну, насчет добычи, это огромное богатство, компактное. Если алмазы, то удачные, айхал, мирные, там добывают там на Крыме. А тут одно, 30 километров, огромное богатство. Компактное очень. Очень удобное, очень компактное. Точечное такое, да? Ага. Да. И больше, чем это алмазы даст. Совместно. Это хорошее богатство, которое надо использовать и на пользу республики все-таки. Ну как же, и налоги. Мне вот хочется иногда, думаю, да господи, пусть добывает, пусть даже какое-то химическое производство пусть будет. Если оно приносит пользу в бюджет республики, если есть контроль, хороший контроль за тем, чтобы экологическая обстановка там, Да. и что выбираются способы не дешевые, не по дешевке, да, чтобы там после нас хоть потоп, да, а чтобы все фундаментально, нормально, четко делалось и с санитарной точки зрения, там, и по охране природы, чтобы все это было безопасно. Безопасно. Да ради Бога, почему я против развития буду? Пусть будет развиваться, но пусть это будет безопасно развитие. Хотя бы Минимизировать хотя бы, да. Абсолютно безопасного нет ничего. Да, Даже да. машина, он опасна. там, минимизировать воздействие на окружающую и среду. необратимых, там, чтобы процессов да, не было, да. необратимых. Ага. Тут хотели построить метаноловый завод, который вот Нобелевский лауреат сказал, что взрыв одного супертанкера сопоставим с взрывом водородной бомбы. Вот прямо возле города Якутска, да, тут центральные улусы все хозяйственные улусы, они хотели там построить. Ну, постройте вот похожее, да, подальше от водных артерий, да. Там, для этого, конечно, нужно будет вкладываться, там, трубы, в тех местах, куда люди не ходят. Ну, я бы, может быть, еще бы, если бы это бы республиканское предприятие было бы, я был бы за. Но сейчас как делают? Есть две халявные электролинии передач высоковольтных, да? Потом у нас там газ подведен, железная дорога, федеральная дорога, река. И вот на этом халявном месте они хотели вот по дешевке вот это все построить. Ну вот это, насчет вот, этого много примеров. Допустим, там в Америке, в каком-то штате, там взрыв бензобака автомобиля было, да, погиб ребенок. Эта фирма, которая выпускала вот этот бензобак, пришлось им платить 30 миллионов долларов этой семье. Без всякого. Возместили и все. А у нас вот так вот. 30 тысяч рублей это выиграли, да, в суде Министерства охраны природы у Алроса. Ну, как бы, нет, это просто такой символический, на самом деле, штраф, я так считаю, да, на основании, когда уже, это как в этот штраф за ДТП, тебе маленький штраф за ДТП делает, а потом плюс еще ущерб выставляешь. То же самое, думаю, во второй этап мы должны это отработать. Но сейчас, видите, как-то тоже где-то правительство с Алросы там согласилось об участии Алросы там. Кстати, Иван Семенович, вот когда мы начали говорить об очистке вот этих хвостохранилищ, я вспомнил предложение, которое вот Дарья Антипина, Ксенофонтов, Трофим предлагали вот заняться. Вот мы же как что делаем? Сейчас мы вдоль всей реки Вилюй пытаемся построить водохранилище, водочистные сооружения, которые могли бы там обеспечить питьевой водой. Но источник заразы, грубо говоря, да, этих ядов, мы этим не занимаемся. Сегодня нет программы, нет такой, ну, какая-то работа проводится, конечно, да, но такой четкой работы вот, по очистке надо вот очищать сами хвостохранилища. У нас как помойки, они там вот с этими ядами, с этими активными, химически активными веществами, которые там используются в добыче. Это все у нас в Мирнинском районе, там, в Нюрбе, наверное, у Золотарей хвостохранилища просто лежат. Ими никто не занимается. И вот как раз таки вот предложение наших друзей, да, вот, очистить вот эти самые хвостохранилища, заняться этой очисткой. Для этого создать прямо специальное предприятие в республике, которое бы
очищала вот эти полигоны, вот эти, которые вот, дамбами окруженные же есть, где драги ходят. И эту воду тоже очищать надо. Она рано или поздно может все равно прорваться. Этим надо заниматься. И вот вы, по-моему, тоже поддержали это предложение, да? Ну вот, это очень интересная идея, конечно, и нужная идея, потому что вот эти хвостохранилища, это, опять же, головная боль на долгие года. И эти предприятия, которые вот это создавали, это хвостохранилище, они какое-то время просто закончится все это. Это олово, это алмазы, это золото, они уйдут, пока они на их балансе, допустим, так. Ну, дамбы строят, вроде бы оттуда не вытекает и прочее, не прорывает, ну, считаем. Но как уйдут, кто возьмет это, бесхозные? И никто, кто следит будет, во-первых. Видите, как сейчас климат меняется, и прочее, паводки, прочее, прорвет, и все. Допустим, этих-то в Алдане полно, вот эти по Алдане полно этих хвостохранилищ, вот, золотарей, Верхая немного, ну, алмазы, само собой, допустим, да, само собой. Они просто уйдут в свое время, останется. Поэтому вот они предлагают единую такую систему создать, или предприятие какое-то, которое должен финансироваться за счет недропользователей. Не государства, а недропользователей. И пускай тут очень хороший проект должен быть, экономической выкладкой, там горняки, геологи, обогатители, все должны участвовать, химики должны участвовать в проекте и работать с ними. Вот эта идея очень хорошая, потому что, я говорю, вот они уйдут и все. Никто, да, головная боль останется, да. Он мелиоратор же, он как раз вот, очень разбирается в этих делах. У него целые там единомышленники, мелиораторы тоже вот, его поддерживают. Да, поэтому вот этого поддержать, именно поддержать кому? Допустим, вот активным таким недропользователям, самим, допустим, тот же Матвей Евсеев, допустим, та же Алроса, допустим, пусть поддерживает. Золотари там другие есть. Пусть поддерживает. Но этим-то кто должен заниматься? Государство же должно заниматься. Вот их объединять, там, собирать, может какой-то фонд создавать. Ну пока-то и на их балансе все это, так? Но еще заброшенные есть, вот депутатские, допустим. Мне кажется, никто там не занимается, никакого хозяина нет. А это тоже когда-то прорвет или еще что-то там. Но опять-таки, опять федеральные законы нужны. Ну, законы надо посмотреть. Может быть, что-то похожее есть, но похожее может быть. Но такого нету. Явного, нету, который бы требовал у законодателей, да, у этих нет. золотарей заниматься этой очисткой. А как они будут заниматься? У них ни лаборатории, толк нормальный такой, да? Какие там тяжелые металлы, или что там у них там в этой воде, там, в этих хвостохранилищах находится? Ну да, потому это что... должна какая-то специализированная одна организация, которая бы объединила, может быть, все финансы, ресурсы и занималась профессионально, во-первых, определяла, где что. И сами, наверное, законодатели, сами эти недропользователи, они же знают, какие они химические вредные вещества используют в своем производстве. Вот они бы сказали, ребята, вот за безопасность занимается это предприятие, мы ему платим деньги, все данные ему дали открыто, он должен заниматься. Все, и недропользователю будет хорошо, он не будет нести ответственность, что он там что-то скрыл или там кого-то отравил. Дает предприятию, все, и оно этим занимается профессионально, четко, знает как, определяет и как там нейтрализовать это все. Им же легче было бы. Да. Им же легче было бы. А для нас это дамоклов меч, который висит над нами, который может прорвет, не прорвет, особенно сейчас с этим вечная мерзлота тает. Снял свой баланс и давай, вот предприятие есть специальное, давай бери, деньги я дам, и все. Ответственно уже тот отвечает, который взялся. Удобно было бы, мне кажется. Идея хорошая. Ну, там, конечно,
первое время, наверное, много денег нужно было, но как это будет решаться в наше время, я не очень представляю. А надо бы, нужно было. Вот несколько слов можете сказать о своей семье? Мы же старая семья, мне 81 год уже, жене 79, сын высшим образованием, в фирме работает. Ну, просто я хотел, вот, я просто восхищаюсь, вот часто вы, кстати, в своей книге Турулагы, вы же там прямо благодарите свою супругу за ее поддержку, за то, что она была рядом и, ну, как бы, принимала вас таким, какой вы есть, вы же боец. Ну, насчет этого, конечно, повезло. Супругой она терпит, молча поддерживает. Бывает, говорят, другие не так ведут себя, кто отрывает. Я всегда то командировка, то отдаленные участки, когда хочу, когда надо, уезжаю без всякого. Она семьей остается, все нормально. Вот так вот. Ну, вот сколько, все-таки писать эти книжки тоже время надо. Какое-то нарушение своего вот, домашнего режима, там, ночами сидеть или что-то там. Это тоже, пожалуйста, меня никто не мешает, никто не против. Какие-то домашние нагрузки взять на себя. Да, конечно, вот это есть. Так что тут насчет этого нормально, повезло мне, надо сказать. Молодым экологам вы бы что пожелали? Ой, время трудное, конечно. Молодым экологам я пожелал, ну, объективности, во-первых, это самое главное, объективности. Так, и очень многое надо изучать. Прошлое. Информации много надо гоняться, свежей информации, бывшей информации. Изучать историю, допустим, похоже, алмазодобычи, допустим. Когда начиналось, с чего начинали, и чем сейчас они живут, как работают. Ну и надо быть упорным в своем деле, не оставлять начатое, довести до конца, постараться, чтобы ни было. А вот это самое главное. Конечно, трудности очень большие будут. Тут и семейные, тут и прочие. Как я уже говорил, людям сейчас очень трудно. У кого кредит, у кого ипотека, семью надо воспитать, кормить и прочее. Но тем не менее, надо за свою малую родину надо бороться. Ну, ваша вся жизнь, она как борьба же была. Да, 85-го. Раньше, когда геолог работал, как-то мало обращал внимания, допустим. Когда вот благодаря вот этой журналистике, как говорится, информации, значит, много пришлось добиться, читать эти информации. Раньше, которые я не знаком был, может быть, даже особо не реагировал на эти информации. А вот, став журналистом, вы все это увидели? Да, журналист вот, в этом деле, конечно, он всегда активный. Ну, смотря какой журналист, тоже время. Ну, наши журналисты, я считаю, вот вообще-то очень пишущие есть, остро, допустим, это уже из Придона Татаринова я вспомню. Вот это же Обедина, допустим, это же Романова, допустим. Когда надо, это Тайга Пост хорошо пишет, допустим, и другие. Очень хорошо пишут, стараются. Но, к сожалению, время такое, сверху поддержка, конечно, маловато, надо бы побольше. Вот. Для этого нужно выбирать людей, которые поддерживают. Значит, постараться не оставлять просто так. Ну, бывают, конечно, трудности, поэтому ребята вот так вот будоражились, начали что-то делать, активно действовать, потом их нет, не видно. Бывает такое. Ну, их винить я тоже не собираюсь.
Я говорю, время трудное, времена такие. Ну, я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время прийти ко мне на канал. Так вот, поговорили по душам немножко, да? Многое новое интересно услышал. И наши зрители, наверное, сегодня многое узнали. Вот. Хочу вам пожелать вам, вашей семье крепкого здоровья, благополучия. Ну и вам спасибо. Тоже активно работать, пропагандировать. Мгм. Пожелаем. Спасибо большое. Мгм. Всего доброго. Всего доброго. Уважаемые друзья, сейчас готовится еще одна книга Ивана Семеновича Бурцева, посвященная злободневной экологической теме. Но, к сожалению, нет финансовой возможности на его выпуск. Желающие поддержать Ивана Семеновича Бурцева, просим связаться со мной по указанному в описании номер телефона.